6 часов 11 минут. Проспал утро, ребят, без будильника. Блин, я бы еще поспал. Потому что в избушке тепло, хорошо. Один раз вставал, подкинул 2 полена. Ну вот сейчас я открыл поддувало. Видать, дрова еще есть там. Сразу разгорелась. Сейчас еще подкину, чтоб чайник закипел там. Вчера отужинал. Вот столько я. Ну, на сегодня еще осталось. Вот такие дела. Вот туланчик наш. Грязи-то сколько. Тулан. Амон. Ну, давай. Хорошее утро. Ветер шумит. Ну, грязь он вон оттуда он таскает. Вон там он. Яму выкопал. Ну, ночевал там. Ой, вон. Ветер поднимается. Немножко подморозило. Вон как дым идет, ветер строго с юга. Вон там юг у нас. Это окно смотрит на запад, а второе на юг. Всегда дед у нас сделал во все избы, чтобы окно, говорит, смотрело на юг. Потому что южное солнце, чтобы попадало в избу. Ну, Тулан, везде у тебя... Везде отмечено, блин. Да, ветерок. Ну, весна такая есть всегда. Каждый день уже ветер будет. Да, и показывал РП-5 там. Ветреные дни. Одним словом, будем просыпаться и пойдем проверим донки. Выспался, она отлично отдохнул. Вообще. Немножко ломит тело еще. Вчерашний покатушек. Ну, ветер сегодня будет сильный ветер. Дровишки вчера заготовил. Ну, дрова минимум ушло. Хорошо. Вот такое утро, ребят. Такая погода. Да, уже ветер-то сильно поднимается. Вон там сухостой, вон. Не то елка, не то пихта. Ну, рано или поздно она свалится там. Здесь такой спуск. Я говорю, сейчас, когда первый раз в этом походе за водой пошел вообще, я кое-как залез. Вон там такой овраг, блин. Ну, вот такое ведро. Это для донок взял. Буду донки собирать. Пакет взял, нож на всякий случай. Здесь одна донка, но я на самую крайнюю донку сперва пойду. Интересно, замерзла. Ага. Вода не замерзла, значит, нож нам не понадобится. Так, вчерашние следы на снегоходе нашем гоняли. Блин, Тулан. Ну все. Где-то с полкилометра, наверное, вот вон до туда. Короче, поворот такой большой сделаем. Вот тут донка. Кругом. За ночь такая корочка образовалась. Вот тут. Чуть в сторону отойдешь, все, там беда. Там столько воды. Ну, замерзла даже на звучек. Здесь тоже первую донку, когда я закидывал вот тут. Ну, на обратном пути буду собирать, проверять. А здесь я развернулся. Вон, видите как? Прям на буранице. Вот мои следы. О чем я вчера за ужином говорил. А тут смотрите, сколько воды. Вот туда дальше отъедешь, и все, можешь не выехать. Потому что буран моментально забивает. Вода со снегом забивает гусеницы, и хрен выедешь. Вот.
Рассвет солнца. Сегодня солнечный день будет. Голубое небо. Мы идем вперед уже. Половину пути прошли. Здесь тоже вот в этом месте очень большое течение. Вон там открыто. Ну здесь летом всегда хариус стоит. Каждый раз можно видеть, как они плещутся летом. Вот тут. Мелко тут, конечно. Уф, потеплело-то как. Солнце греет сегодня очень сильно. Я возвращаюсь, уже осталось на этом участке так 3 донки. Я уже основное собрал. Пока тоже тут. Возвращаемся без рыбы. В 2 местах, на 2 донках не было этих живцов. Может, сами отцепились, может, кто-то унес. Ну и размотки, ничего такого я не видел тоже. Почему так? Куда рыба девается? Может, сам как-то умудряется из крючка. Из крючка, может, сам выходит. Такие лишки. Пока не радуемся. Вот такие, да. Бывают рыбалка у нас. И часто. Ну вон. Сколько донок уже? Почти. Вон, штук 7, да, уже набрали мы. Так, ладно. Не расстраиваемся пока. У нас еще есть надежда. Здесь все возьмем. И там по пути еще ниже по течению будет. Такие делишки. Ветер западный. Ветер западный. А дым идет с юга. Непонятно, короче. Крутит. От избы там я вижу дым. Вон, идет на речку. Именно что с южной стороны. А здесь на тучи посмотришь и наоборот. Как будто с запада идет. И здесь вот тоже вот прям лицо с западной стороны дует. Вот тут у меня очередная донка. Вон туланчик уже ждет меня. Ну что, все донки мы проверили, собрали. Без улова. Вот живцы только есть. Это коту я увезу. Туланчику одну отдал. Даже не съел. Он сытый. А, бездельник. Не нравится тебе рыба сегодня. Так он любитель, конечно. Ну да. Ветер на запад поворачивает. Фу, жарко. Оделся, блин. Вот когда ты сидишь с удочкой на ветру, прохладно. А вот в таком деле, когда ты активно двигаешься, становится жарко. Ну вот и все, ребят. Смотрите. Все в чисто идеальном состоянии. Оставляю избу. Свет оставляем. Это для этого я и привез. И на вторую избу также все сделаю. Пусть люди пользуются, у кого есть аккумуляторы. Вот. Дровишки тоже есть в избе. Только остается сказать спасибо большое, изба, что обогрела нас до следующего похода. Тут еще дополнительно дровишки спилил. Вот. Туланчика кормил, тут осталась миска. И тут еще одно полено вот оставил. Тоже распилил. И там сырое полено. Но это в любой момент можно там расколоть и также использовать. Вот. Ну, в принципе, все, до следующего похода. Сейчас уже ничего не буду говорить. Когда мы придем в эту избу, я немножко тоже открытым оставлю. Пусть проветривает, воздух гуляет.
И непонятно, когда мы здесь будем. Потому что прошлый поход я говорил, что сюда приеду, может, только по открытой воде, наверное, что-то в этом роде говорил. Основной походу на вторую избу будет. Видишь, как все выходит. До второй избы мне сейчас не доехать. И себя мучать, буран мучать я ни в коем разе не стану. Да и вообще не поедет он по такому снегу. Вот. Может, еще до второй избы сюда еще подъедем. Фиг знает. Но в эти дни, конечно, буду я заниматься своими дровами. Там привезли целую пачку, надо распилить. И, как сказать, распилить, расколоть. Есть чем заниматься. Так, тут у меня донки. Сейчас поедем ниже и будем собирать остальные донки. Вот. Хорошо отдохнули. Что еще могу добавить? Печка там дымит еще. Вон там труба. Удлинить надо обязательно. Вот, если не забуду летом этим. Ну, ремонт это все летом. Поленницу надо сделать. Беседку надо сделать. Будку для собаки надо сделать. Планов много. Смотрите, карабинчик лежит. Нормально. Откуда это у меня вывалилось, блин? Вот отсюда. Вот. Просто вот заметил. А мог и уехать. Не заметил. Так и теряем все подряд, блин. Это я зацепляю сюда. На цепь сажает улана, бывает. Но сегодня тоже тепло. Его тоже посадим. Наверное, сюда. Давай, все, садись. Не хочет еще. Не могу я приучить собаку. Ладно. Все, пока изба. Мы поедем. Ветер усиливается. Прям гудит все. Видно как. Мощная елка. Вот такая елка, вон там возле березы стояла и даже выше. Я в детстве всегда любил подниматься с сучья. Вот такие толстые были. Я до половины. И сверху до низу там щель была. И смолы море было. Я всегда там поднимался по сучьям. Смолу там отдирал оттуда. Классное детство у меня было. Есть что вспомнить. Вот такое детство было. Интернета не было, но свобода была какая-то вот. Сейчас все мы, в том числе дети, мы, взрослые, средний возраст, старые пенсионеры, начали зависеть от интернета. Раньше этого не было, мы были свободные люди. Вообще жизнь другая была. Не сравнить, что сейчас и что раньше было. Вот. Опять шатается, надо затянуть. Все, много болтаю. 26 километров проехали. Еще остается нам. Здесь вот показывало у меня до сюда 12 километров, а 13 700 на УАЗике я измерял. Не знаю, какой спидометр обманывает. Вот такие делишки. Не на УАЗике, а на мотоцикле. 13 700 показывало, а на Буране 12 с копейками вроде было вчера. Чуть лево, чуть право застрянешь. Ну тут ездят, поэтому снег уже сырым становится он. Если вот, скажем, снег берете в руки и получается такой комок, снежки вот играли, все, значит, набивает. Вот.
ладно. Сейчас я по-быстрому схожу еще. Проверю там. И ладно, съездим еще по пути на место, где хорошо клевало. Ох, блин. Тут, наверное, 5 или 6 штук, наверное, давно осталось. Так. Наматывая последнюю жерлицу, последнюю донку. 0, ребят. Я ничего не поймал. Ничего не попалось. Тут, оказывается, 5 штук я вчера вечером, поздно вечером уже закидывал. И за ужином я забыл сказать, во сколько мы вернулись на избу. В избу я зашел 20 минут 9 вечера уже было. Так что допоздна мы рыбачили, но вот видишь, как все выходит на нашей реке. Опять без клёва попал я в очередной раз. Что на донки, что на мормышки на реке вообще не берет, блин. Возле села и то больше рыбы ловят. Недалеко от села. А здесь какая-то вот, блин, уже четвертый поход получается. С ночевкой, между прочим. Это не то, что вот ты приехал, полчаса посидел и обратно уехал. А с ночевкой целый день. Вот вчера, считай, 12 часов именно прошло на то, что я рыбачил. 12 часов плотной рыбалки. Поиска, рыбалки. И вот такой результат. Вот. Мальки я не выкинул. Отвезу мультику. Неохотно, но он ест. Ну так, постепенно. Не жадно так ест, как коты должны есть, а вот понемножку, потихоньку ест. Фух. Жарко становится, блин. Сегодня намного теплее вчерашнего дня. Очень тепло на улице. Вот. Надо как-то выехать. Вот я приехал, а после меня уже слышал, как кто-то поднимался. Так что рыбаки у нас, конкуренция очень большая. Рыбаков много. А рыб становится все меньше. Ладно. Фу, блин, сегодня точно весенняя погода. Пошла.
Ребят, включился буквально на минуту, потому что я как только я как держу вот этот powerbank, вообще не заряжает, как сказать, видеокамеру. Пока я ездил, там разрядилась аккумулятор, а от powerbank не заряжается. Ну, видать, с проводкой что-то не то. Короче, пробовал. Вот здесь я две удачных рыбалки у меня было. Вот эти палки я оставлял. Сейчас выше, вот 3 лунки тут сверлил. Ни хрена, ни одной рыбы, ни одной поклевки. Потом ниже там спустился. Также тишина. Вообще, как будто здесь я никогда не рыбачил, никакой рыбы тут не было. Вот такая картина в данный момент. Сейчас еще по пути, наверное, где-нибудь остановлюсь. Попробую, поснимаю. Не поснимаю, а вот именно, вот смотрите, вот powerbank, вот эта проводка, вот, где вот вход, отверстие, я придерживаю руками. А когда самостоятельно, вот скажем, оставляю на зарядку, она не заряжает. Наверное, вот разъем как-то расшаталась, или, ну, попробую проводку я это поменять. Может, действительно, что-то с проводкой. Так думаю. А может и вообще разъем там, где вот неудобно сделано. Вот для наушника там отверстие, блин, вход такой большой, ну как сказать, глубокий. А вот для этой зарядки вообще минимальный вход, и да, как и у любого телефона. Вот. Ну, все, видать, сегодня мы поедем без рыбы, без улова. Ну, так бывает. Стараюсь как могу, но и даже здесь рыбалка не удалась. Ладно, пойду я сейчас до поворота. Там еще какое-то вот тихое место, попробую там. Если там поклевки не будет, я заведу буран и поеду. Надоело. Честно говорю, мне надоела эта рыбалка, сегодняшний поход. Почему так происходит, не знаю. Думал, уже здесь рыба держится, каждую рыбалку можно тут поймать. А вот видите, как все происходит. Или клюет, или вообще нету. Не знаю, где они, куда спрятались, куда-то рыбы, ушли и все. Хорошая рыбалка, между прочим, тут была. Вы сами видели. Все, собираюсь я. Да, еще покажу, что творится на льду. Смотрите, сколько воды. Видите? Все, походу пока приостановится у меня сейчас. Потому что по реке не погоняешь на снегоходах. Можно застрять. В сторону отойдешь еще. Не глубокий, сантиметров 30-40. И под снегом вода. Воды очень много. Ну тут одна удочка пробная. Бесполезно сижу, трачу время. Ну вот и еще, ребят, поход закончили. Много снимать уже я не стану, потому что у меня проблемы с зарядкой. Буквально на секунду включился. Здесь я развернулся. Сани у меня вон там стоят. Мне бы тулана еще поймать. Вот хитрого я поймал. Он очень хитрый. В этом деле, когда ты уже собираешься домой, и он начинает наглеть. Хорошо, что я его поймал, ребят. И сейчас я его посажу сразу на сани. Сразу на сани посажу и газку поедем. Вот так. Что еще добавить? Как все было, я показал. А уже вам судить лайками, как сказать. Оцените мое видео. Вот такие дела. Пошли, бездельник. Пошли, мана. На сани сразу я его посажу. Очень жестко начал таять снег.
тепло на улице, ветер. Там избушка, все, как сказать, и баня, и беседка, туалет. Ну, туда я уже и не поеду, как-нибудь другой раз. Может, поснимаю. С крыши снег ушел, вон, как я вижу. Там крыша покрыта алюминиевыми листами. Там Заречье это уже вон как поселок, много избушек, и уже несколько избушек там разобрали, отвезли в Нишеру, кто на баню, кто еще. У нас много избушек на каждом повороте практически, потому что когда были сенокосы, работа на сенокосе, все строились, и вот эти избушки остались. Многие без хозяев, многие там ухаживают, ремонтируют, но есть где переночевать. Короче, все, ребят. Всем спасибо, кто досмотрел все серии. Ждите новые фильмы, ждите новые рыбалки, походы. А мы поедем домой. Всем пока и до новых встреч. Давай, садись. Все, пошли, давай. Все. Давай, садись. Ох, неохотно садиться он. Давай, лох, все. Поедем. Давай.